в других отношениях в образовании. Вы это все тоже знаете, но просто по многим причинам, не всегда я вас понимаю, и не всегда все могут говорить об этом вслух. Так как я депутат, и основное наше оружие это микрофон, я это делала с трибуны. И давайте вернемся к той проблеме, ради которой я сегодня и приехала. Я знаю, что сейчас директора школ и детских садов в очень тяжелом положении из-за того, что просто связывают руки для того, чтобы содержать школы. А содержание школ, конечно, это сказывается и на учебном процессе. И у меня к вам предложение. Раз у нас возникла вот такая вот, прям хочется сказать, шайка родителей, которые будоражат, и за ними кто-то стоит, да. Потому что не может быть так, да, что вот началось в Новопавловке, потом почему-то они едут в Нарын, потом они будоражат здесь, за ними кто-то стоит, и они преследуют определенные интересы, и не только, как они говорят, благие, чтобы образование у нас было бесплатным, как по Конституции, но не хочу, конечно, никого обидеть, но многим из них самим требуется образование и воспитание, прежде чем они выставляют то, о чем они говорят. И много популизма вокруг этого вопроса. Также и у нас в парламенте, когда кричат и поддерживают, что да, вся коррупция в образовании и именно среди директоров школ и детских садов. Я согласна, что отдельные директора тоже грешат этим, но нельзя огульно говорить на всех. Потому что коррупция, она есть везде, хапуги есть везде, в любой сфере. И нельзя говорить, что именно только образование полностью погрязло в коррупции. А если брать эту коррупцию пресловутую, то она идет с министерства. И я точно знаю, почему я об этом говорю. Какие-то миллионы крутятся, которые не доходят или используются неправильно. Опять же приведу учебники. И в конечном счете страдаете вы все. Поэтому я предлагаю, раз идет такой бум, чтобы закрыть общественные фонды, хотя я не знаю, каким они будут руководствоваться законодательством, чтобы закрыть общественные фонды, потому что Министерство образования это сделать не сможет. Я предлагаю вам пойти на эксперимент, о котором я вам говорила. Я надеюсь, что вы поддержите, для того, чтобы нас уже не на колени поставили, а еще ниже, прекратить пользоваться деньгами фондов. Я не говорю о закрытии, просто это не в нашей компетенции. Прекратить пользоваться деньгами фонда в преддверии как раз-таки осенне-зимнего периода. Не берите, вас оскорбляют, вам говорят, что вы берете эти деньги для себя, не берите. Поговорите со своими преподавателями, учителями, воспитателями, чтобы они немножко потерпели, потому что я думаю, что долго образование не сможет прожить без помощи родительских фондов. Вот буквально сейчас наступит осенне-зимний период, он уже наступил. Через неделю подключения начнутся порывы. Закрывайте школы. Это не ваша обязанность. Мы подняли функционал директора. Это к вам не относится. Вы должны просто сообщить и сказать, что у вас порыв. И этим должны заниматься определенные службы. Холодно, придется закрывать, придется срывать учебный процесс. Я не идеалистка, но иначе мы никогда не решим эту проблему.
Пусть говорят, что есть деньги. Министерство, наглым образом представитель из министерства, я сейчас не говорю против данного министра, он еще только вникает, ему тяжело, он не знает школьной системы, не знает школьных проблем. Они значительно отличаются от проблем высшего образования. И представитель Министерства образования на одном из круглых столов сказали, что они выделяют деньги для образования полностью. Ну, давайте, пусть посмотрим. Пусть тогда, если не поддерживает мэрия, пусть они тогда тоже, извините, раскошелятся и будут делать ремонт. Вспомните, когда что-то у вас был какой-то порыв зимой, из каких денег вы это все делали? Фонда. Вот именно. Из родительских. Никогда вовремя муниципалитет не оплачивал вам этого. Иначе, если бы мы ждали, то уж точно бы по полгода закрывали бы школы. Я вас очень прошу, от вас требуют не пользоваться деньгами, от вас требуют не собирать. Тогда и родители поймут, и все. И мы соберем все документы, мы начали уже это делать, выявим реальную потребную сумму, не ту, которую сейчас там правительство хочет навязать, мы выявим определенную сумму, которая реально нужна для обучения